Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгыз, достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях наш друг, который уже был у нас. Это лидер Ирзианского национального движения, или как у них говорят, Инязор ирзианского народа, а также президент Лиги свободных наций Сырис Буляйн. Сырис, приветствую. Здравствуй, Руслан. Здравствуйте, друзья. Сырис, рад тебя видеть. Спасибо, что согласился прийти на мой канал. Хотел бы сперва поговорить с тобой о таком моменте. Я слышал о нем, но хотел бы, конечно, чтобы ты, как ирзианин, подтвердил, как Эрзи, подтвердил то, о чем я слышал. А слышал я о том, что, если просто исходить из сегодняшней ситуации, что все мы видим, что Россия стремительно, на мой взгляд, но также я думаю, что и на взгляд многих других людей, приближается к своему краху. В то же время я слышал о том, что у ирзианского народа есть какая-то легенда о том, что будет примерно где-то в это время должен наступить крах этой империи. Расскажи, пожалуйста, об этой легенде, что это за легенда, о чем она говорит и когда она вообще появилась на свет. Спасибо, Руслан, что ты вспомнил об этой интересной легенде. Я не хотел бы, чтобы наши зрители подумали, что мы строим свою работу на основании того, что есть легенда, и у нас все будет хорошо, и это непременно сбудется, но это только легенда. Легенда о тех временах, когда в наши места пришла Орда, когда уже было практически разрушено государство Булгар, мы отступили себе в леса и долго держались там в лесах. Орда успела сходить на запад, вернулась, и эрзиане поняли, что дальше никак мы не можем существовать в условиях полной изоляции. И тогда собралось последнее народное моление государственное, Раскинёскс. Говорят, что это было на берегу Алатыря, Ратур на эрзианском, рядом с озером Инерке, Великое озеро. Оно, кстати, не очень большое, но Великое почему-то у нас называется. И якобы на этом молении совет старейшин Атянизем принял решение, условно, распустить государство и уйти в подполье тем государством. Но было принято решение не разрешать эрзианам выходить замуж или жениться на представителях других народов. И якобы Инязор Пургас сказал, что мы должны сохранить свой народ, и тогда придет время, и мы вернем себе свою землю. Его спросили, а сколько же нужно ждать? И тогда Инязор Пургас сказал, что 700 лет нас будут пытаться превратить, полуавтом сырьянское слово, трудно перевести, точно, еще 70 лет нас будут пытаться уничтожить, 7 лет мы будем собирать силы, и Орда падет. Тогда он не мог представить, что Орда, наследницей Орды будет сегодняшняя Россия. Мы долго думали, когда же было это моление. Было версии, что это 1242 год, но где-то лет 5 назад, по-моему, при встрече с эрзианами, один из наших таких авторитетных эрзиан, человек в возрасте, вспомнил, что это было в год, когда на Владимирский престол сел князь Андрей. Дальше все было просто. Князь Андрей – это брат Александра Ярославовича Невского, они братья, но только условно сегодняшними словами Невский был проордынский, а Андрей был по-сегодняшнему прозападный или проевропейский. Жена его, кстати, была дочкой Даниила Галицкого. И тогда стало ясно, что моление было приблизительно в 1249 году. Дальше простая арифметика, и по этой легенде Москва доживает сегодня свой последний год. Я понимаю, что можно над этим посмеяться, но давайте посмотрим. Кстати, буквально недавно, может месяц или 2 месяца назад, была такая новость о том, что какой-то неизвестный мужчина поставил на каких-то ставках очень большую сумму, что-то около 400 тысяч долларов, на то, что в этом году Путина уберут, либо он уйдет, либо что-то. Возможно, он ирзианин и знает об этой легенде. Ладно, это такое отступление наше. Но если вернемся к сегодняшней действительности, говорить о реальности, то экономический кризис в России усиливается. Более 70%
регионов России, у более 70% регионов России дефицит бюджета, и они берут кредиты, повязли в этих кредитах у коммерческих банках, топливный кризис, массовые удары беспилотниками по маркетплейсам. Все вот это вот начало большого кризиса в экономике, вообще в России. И вот этот кризис, он, ну, по мнению разных специалистов экономических, может добить эту Россию. И вот здесь как бы в первую очередь действительно многие говорят, что крах России начнется с крушения его экономики. И вот вопрос такой, как президенту Лиги свободных наций, как лидеру ирзианского народа, вот как можно было бы избежать массового банкротства и окончательного обнищания народа в регионах, вот, ну, на твой взгляд, Сырись, в Ну, условиях вот этих вот во-первых, сегодняшних кризисов? я понял. Человек, который поставил $400 тысяч, это не я. Путин – это не Эльзя. Но для того, чтобы понимать, что происходит, нужно немного углубиться в историю и посмотреть как бы в другом масштабе на все это дело. На самом деле, этап, который сейчас переживает Российская Федерация, это последний этап распада Российской империи. Небольшой экскурс, просто я напомню, что распад самой империи начался в начале прошлого века, после русско-японской войны, 905 год, 17 год и так далее. И когда говорят, что вот коммунисты создали там новое государство, на самом деле большевики-коммунисты просто спасли империю от развала. Они переформатировали империю в Советский Союз, то есть поменяли вывеску, поменяли лозунги и повели народ к светлому коммунистическому будущему, оставляя вдоль дороги миллионы могил. И когда Советский Союз распадался, он распался не потому, что кому-то так захотелось, а потому что это государство, сама система была не жизнеспособной. Никакие принципы, никакие законы экономические не работают, искусственно имеется в виду, придуманные, даже если они утверждены там где-то там на Политбюро или даже на съезде КПСС. Советский Союз развалился, потому что это было не жизнеспособное государственное образование. Потому что завоеванные республики не хотели жить в составе Советского Союза. И чем удерживали? Кого-то удерживали деньгами, кого-то удерживали силой, но после афганской войны закономерно получился кризис в связи с конъюнктурой рынка углеводов, и Советский Союз рассыпался. То есть он уже не мог удерживать своих практически подданных ни силой, ни деньгами. Сегодня мы видим, после этого была создана Российская Федерация. Российская Федерация, обратите внимание, например, когда говорят про немецкую федерацию, говорят, что это федерация Германия, да? Вот. А в нашем случае, когда Российская Федерация, то есть однозначно уже говорится, что это российская, ну, по-нашему, русская федерация. И причины распада, которые привели к распаду Советского Союза, они не устранены. Только вместо союзных республик выступают национальные республики. Точно так же, и не только республики, но и регионы. Точно так же они удерживаются или силой, или деньгами. И по мере того, как сила ослабевает, уменьшается, и деньги уменьшаются, то есть обязательно начнется процесс, тот же самый, который был при Советском Союзе. И то, что мы сегодня видим, это очень сильно напоминает нам то время в 90-х, когда начался вот этот процесс распада. Но посмотрите, значит, есть кризис топливный, давайте разберем топливный кризис. Казалось бы, в России есть все для того, чтобы этого кризиса никогда не было. Тем не менее, государство взвалило на себя непосильный груз войны, денег расходуется много, санкции действуют удары, украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по другим объектам. И мы видим, как сейчас есть в
стране, которую называли там бензоколонкой, страна бензоколонка, есть кризис. И этот кризис, я думаю, что он необратимый уже, невозможно вернуть назад. И он доходит до каждого уголка Российской Федерации. Даже возьмем Республику Алтай, вот в Аймаке Турчака-Аймак, там есть 3 села малочисленных, таких небольших, там живут челканцы и кумандинцы, и там сейчас электричество дают 4 часа в сутки. То есть, и почему нет света, нет дизеля, нет света, а это влияет и на связь, и на все. Ну, согласитесь, они и так получили это электричество, по-моему, лет 20 назад только. И так по всей стране. По всей стране там по талонам, не по талонам, но разбивают там по четным и нечетным дням, ограничивают количество топлива, выдаваемого на один автомобиль, не дают заправляться в канистры. Дальше будет больше. Дальше это все, учитывая, что топливо, на топливо работает транспорт по России, это будет влиять на логистическую доставка, логистика составляющую. То есть это все, это будет дорожать все, будут повторяться вот эти приемы советские, будут вводиться талоны. И это не просто кризис, это мы наблюдаем вот конечную часть, финальную часть 3-го этапа распада Российской империи, а именно распада Российской Федерации. Ну вот если говорить про топливный кризис тогда, как ты считаешь, вот эти вот процессы, которые сейчас идут в регионах, я напомню, что у нас, допустим, в Башкортостане, регион, который занимает 9-е место по добыче нефти в России и 1-е место по его переработке, все районы просто стоят. Люди стоят на заправках по 5-6 часов и не могут заправиться. Учитывая, что буквально вот на днях, 2 дня подряд бомбили нефтеперерабатывающие заводы в Уфе, 2 нефтеперерабатывающих, сперва один день, один нефтеперерабатывающий завод, потом 2-й день другой нефтеперерабатывающий завод. Это кризис топливный только усилит. И вот здесь тогда вот такой вопрос. Как ты считаешь, вот эти процессы стимулируют людей в регионах задуматься о справедливости, о том, что только суверенитет, настоящая независимость даст этим людям то, что недоступно и непозволительно в условиях зависимости от Москвы? Или они до сих пор, на твой взгляд, верят в Москву или верят в Путина? Ну, кто-то верит, кто-то не верит, но тут это не имеет значения, потому что в первую очередь начнут задумываться люди, от которых зависит жизнь этих регионов и республик. Ну, представим себе главу какого-нибудь дальневосточного региона или Сибири, или республики, когда ему приходится ожидать от своего народа вопросы, почему у нас так все плохо. А в это же время Москва требует перевозить топливо в центральные регионы, на запад, на войну. И я думаю, что здравомыслящий, а я думаю, что главы регионов и республик здравомыслящие люди, он начнет понимать, что что-то тут не так. То есть был какой-то договор такой, гласно-негласный с Москвой, что мы обеспечиваем вам там народное доверие, результат на выборах, а вы нам обеспечиваете там возможность красть, воровать и жить так, чтобы к нам не было претензий от нашего населения. Ну, и тут будет просто срабатывать солидарность со своим народом в каком-то смысле, потому что его-то поставили туда из Москвы, но снять-то его может его народ, потому что он не будет знать, что делать, если какие-то будут подниматься там забастовки, митинги, волнения. И поэтому он будет всеми путями удерживать у себя ресурсы. И речь не только о топливах, дальше речь пойдет о продуктах, речь пойдет о строительных материалах, речь пойдет о медикаментах. И это сверху начнется процесс. Не то, что человек, условно с села, с какого-то, с того же самого Яйла, например, он не задумается о таких высоких материях. А вот глава, то есть политическое руководство, оно будет думать об этом. А зачем нам нужна Москва, если она нам не помогает, а мы ей должны что-то отдавать. А за ними уже они будут формировать эту мысль у своих сначала подчиненных, а те будут формировать эти взгляды у прессы и так далее.
Если бы Москва мгновенно могла это прекратить, она вряд ли уже скоро сможет это делать, то, может быть, ничего бы не было. Но на самом деле этот процесс будет развиваться дальше, и настроения сепаратистские, как говорят, они будут усиливаться, и о них уже говорят. То есть я знаю, что разговаривают и бизнесмены в некоторых регионах, что зачем нам это нужно, посмотрите, у нас все есть, мы могли бы жить прекрасно без Москвы, и Москва вообще далеко. Безусловно, Руслан, это формирует, бытие определяет сознание, и сегодняшняя ситуация формирует у людей мнение, что без Москвы было бы лучше многим-многим республикам. Сырис, тогда вот назови, на твой взгляд, 3 главные проблемы сегодняшних россиян. Боб, самая большая проблема это вот руководство Российской Федерации. Ну, если имеется в виду проблема восприятия действительности и будущего, то, видимо, я бы сказал, что самая большая проблема – это отсутствие веры в свои силы. То есть многие годы и в Советском Союзе, и в Российской Федерации человеку говорили: ну ты винтик, ты вот никто, от тебя ничего не зависит. Потом: не занимайся политикой, не надо заниматься политикой. Но это абсолютно бестолковые вещи, то есть как можно не заниматься политикой и быть гражданином? То есть никак. И сегодня многие просто не верят, что может быть по-другому. То есть опускают руки, будут привыкать, ну ладно, перетерпим, не так терпели, наши отцы и деды еще больше терпели. Ну вот это неверие в свои силы для наших республик, мне кажется, самая большая проблема. И именно с этим мы должны бороться, корректировать, рассказывать людям, внушать людям, что нужно себя уважать. Мы уважаемые люди, вы уважаемые люди. Наши народы заслуживают лучшей жизни. Наши народы заслуживают этого хотя бы потому, что они уже выжили, то есть они прошли через века колониального давления, и не все выжили, правда, но мы, люди, народы, о которых мы говорим, они выжили. И эти народы имеют право на нормальную человеческую жизнь. И самое главное, мы можем эту жизнь построить у себя в регионах и в республиках, и у нас для этого есть все. Но даже если у нас нет ни нефти, ни золота, ни алмазов, ну подумайте, мы же жили до Орды, мы жили до Российской империи, мы жили до Советского Союза, мы не умерли с голоду, у нас есть руки, головы, и мы можем все делать сами, даже если у нас нет нефти, газа и алмазов, я имею в виду, например, будущее эрзианское государство, Республику Мордовия. Ну, ты правильно назвал, что не верю в свои силы. А второе, наверное, это то, что население настолько сильно, наверное, у нас, говорят, манкуртизировалось. Можно назвать, что настолько сильно оно обработано вот этой пропагандой, что если там Гитлер обрабатывал своей пропагандой, ну сколько там, 13 лет, то нет, с 33 по 45. Давай об этом поговорим, Руслан. Давай об этом поговорим. Я понял, что ты имеешь в виду. Действительно, сегодня, скорее всего, ты имел в виду, что башкорты, эрзиане, буряты, они, будучи не русскими, они поддерживают это государство, поддерживают Путина. Но это тоже так нельзя однозначно сказать, что поддерживают. Многие просто вынуждены, а учитывая такое моральное психологическое состояние низкого уровня, кто-то идет на войну, чтобы заработать убийством, кто-то еще что-то делает, кто-то терпит. Но почему меня это огорчает, но почему я думаю, что это можно изменить? Потому что нужно учесть вот что. Когда Москва пытается называть всех русскими, она так и называет всех русскими, то есть на самом деле у них и идеи-то такой нет, стратегии никакой нет того, что касается народа. Но вот есть русский мир, они держат этой старой, абсолютно сегодня не работающей идеей, они хотят создать этот русский мир, они всех стали называть русскими. И это пугает многих, что бурят называет себя русским, мерзин называет себя русским. Но нужно иметь в виду, что народа русского как такового до сих пор нет. Это не этническая идентичность, это чувство принадлежности к русскому миру. Всего лишь чувство принадлежности к русскому миру. И бурят может быть русским, и эрзя может быть русским, называть себя. Но в то же время
этот ресурс, чувство принадлежности, это ресурс, который кормит его, подпитывает. Это как чувство, это как компенсация за тот рабский образ жизни халуйский, который он ведет, когда его может обидеть кто угодно, полицейский, там, начальник, продавец в магазине может на него накричать, он будет молчать. Но вот в чем дело. Этот ресурс поддерживается исключительно, да, в чем суть этого компенсации? В том, что да, я халуй, но вот мы такие великие, я раб, но мы такие великие, мы там захватили, там убили, там что-то сделали. И в его представлении Москва будет жить вечно. Но и русский мир будет жить вечно. Но по мере того, как русский мир будет ослабевать, и после развала Российской Федерации, мы будем видеть, как очень много, миллионы людей будут возвращаться к своим корням. Процессы это причем не линейные. Сегодня вроде ничего нет, а завтра, я знаю, что и у башкортов, и у эрзян, и у других народов сейчас уже есть очень большой интерес, у молодежи особенно, к своим корням. То есть попытки изучать родные языки. Так вот, вот эти русские будут превращаться снова в нерусских и возвращаться к своим корням. И чувство разочарования будет настолько великим, это будет шоком для очень многих людей. И они поймут, что нужно заниматься политикой. Им сегодня говорят, что не нужно заниматься политикой, они все поймут, когда увидят, что к чему привело это все. Ну и кроме того, вся масса народная все равно этого не поймет, но мы знаем, что есть часть населения, там 10-15%, которая может влиять на настроение остального народа, остальных людей. И вот на эту часть населения мы должны рассчитывать, мы думаем, что они уже на пороге того, чтобы понимать, что происходит в России и что нужно делать дальше. Хорошо, Сырис, тогда перейдем немножко к другой теме. Скоро выборы в России, и либеральная оппозиция затянула свою вечную шарманку про умное голосование. Помимо всего, есть среди партий, которые будут баллотироваться в Госдуму, старая и новая партия, такая как «Новые люди», которые вроде бы, которых пытаются представить. Мы знаем, что это партия Кириенко, и их пытаются представить такой либеральной, системной такой оппозицией. Плюс допустили Яблоко, которое всегда была в оппозиции этому государству, этой власти, или делала вид, что она в оппозиции. Вот. И веришь ли ты, что эти партии могут как-то изменить что-то в России вообще? Да и вообще сами выборы могут ли что-то изменить в этой России? В России давно нет выборов уже, и в Советском Союзе не было выборов, и сейчас тоже нет выборов. То есть вариант всегда был один. То есть власть могла подделать эти выборы, просто люди могли прийти, проголосовать, в кавычках сознательно, могли подделать эти выборы, могли успокоить лидеров этих самых новых людей там, и всех остальных чем-нибудь там, да, ввести их в Думу тоже в каком-то составе. Но вот в сегодняшней ситуации эти выборы ни на что не могут повлиять, если мы имеем в виду дальнейший распад Российской Федерации. Почему я так думаю? Идет война, то есть партия власти будет любыми путями, я имею в виду Единую Россию, любыми путями победить на этих выборах, подделывать. И кто-то будет возмущаться, кто-то не будет возмущаться. Возможно, что люди проголосуют за коммунистов. Есть такое течение, что давайте проголосуем за коммунистов, лишь бы не за Единую Россию. И результаты выборов сами по себе, какие бы они ни были, никак не влияют, это неправильно, они влияют на процесс распада Российской Федерации, но, скорее всего, могут ее только ускорить. Потому что, возьмем вариант, например, что победила Единая Россия Путина. Вот. Что она начнет делать? Она продолжает воевать, то есть это будет ужесточение, жесткая мобилизация. Это они опустят цены, потому что негде взять это топливо по факту, негде взять продукты и многие-многие промышленные товары, потому что выяснилось вот на этом году жизни, что Россия сама по себе производить ничего уже не может. То есть это вызывает недовольство народных масс. Обязательно будут, посмотрите, уже начинается обучение, привлечение учеников там, и детей чуть ли не к труду, там, привлечение женщин к войне. Но государство это, как бы сказать, не племя в горах где-то там или в лесу. Государство работает, живет по своим акническим законам,
И если вот это будет продолжаться, то инфляция и все остальное, подорожание продуктов, оно вызовет сеть кризисов, которые сейчас уже разгораются. Экономический, финансовый, социальный. И это неминуемо возмущениями народными. И денег больше у них не появится. И это все равно будет ослаблять Российскую Федерацию. Удары по России будут продолжаться. Это тоже будет ослаблять Российскую Федерацию. И выхода никакого уже у сегодняшней правящей элиты Единой России или Путина уже нет. То есть, что бы они ни делали, они неминуемо приближают Россию к концу. Ну, теперь представим, что выбрали коммунистов, например, там, или кого-то другого, Яблоко, или кого-то еще. Ни у коммунистов, ни у Яблока нет никаких программ и никаких вариантов, как закончить войну и остаться при власти. То есть ты можешь закончить, расскажите, как вы будете на выборах, кто-то будет, может, какие-то прения будут, я не знаю, там, вопросы к депутатам, как они собираются закончить войну. И тогда мы увидим, смогут они, даже оказавшись при власти, сберечь Российскую Федерацию или не смогут. Я думаю, что они не смогут ее сберечь. Руслан, извини, у меня был недавно разговор с одной россиянкой. Мы говорили как раз об этом, за кого ей нужно голосовать. Мы долго спорили, а я говорил, что не нужно ни за кого голосовать и не нужно принимать участие в этом фарсе. Это все, то есть, изображает политическую активность в России, которую могут подать из Москвы условному Западу. Смотрите, как у нас все тут кипит, какая у нас демократия. И довод, который я убедил, такой был. Мы живем с тобой в концентрационном лагере, который раньше назывался Советский Союз, сейчас он называется Российская Федерация. Раз в какой-то период вот этим вот заключенным говорят, а сегодня у нас выборы, вот выборы у нас сегодня, мы выбираем сегодня начальника лагеря или, например, там условно там штаб этого лагеря. То есть невозможно, нет смысла зэку улучшать свой концлагерь. То есть мы думаем, что мы примем участие в выборах и что-то улучшится. Нет смысла заключенному участвовать в дебатах, в какой цвет красить стены барака внутри или снаружи. Это не наши выборы, это не наше государство. Будем мы участвовать в выборах или не будем мы участвовать в выборах, оно все равно развалится. Мы должны сейчас думать о том, какое государство мы будем строить на развалинах этого концентрационного лагеря. Пусть они там погрызутся, пусть они там полаются. Результат никак не влияет на твою жизнь. Это не наши выборы. Давайте думать, разговаривать друг с другом, общаться. Жизнь после Российской Федерации есть. Какая-то Россия, безусловно, будет, да? Но мы должны думать о своих республиках, не отвлекаться, не тратить силы на споры ни о чем. Пусть поспорят те, кто хочет прекрасную Россию будущего, и тех, кто хочет сохранить ужасную Россию настоящего. Вот пусть они и разбираются. А это не наша проблема. В будущем она будет, но мы ее решим с помощью своих государств, сильных, самостоятельных, союзных, с такими же, как мы. Вот тогда можно будет поговорить. Кстати, я вот более 15 лет занимаюсь общественно-политической деятельностью и принимал много раз участие, был наблюдателем на выборах и обучал наблюдателей. То есть, я видел, как эти выборы проходят, поэтому, конечно же, у меня нет никаких иллюзий, я не питаю иллюзий, что выборы будут честные. Естественно, выборы будут нечестные, и я постоянно всегда призывал людей не участвовать, своих сторонников, не участвовать вообще в выборах и не легитимизировать эту власть. Потому что действительно участие в выборах, хоть за какую партию, то есть это придает легитимность сегодняшней власти, которая действительно скажет потом в Европе, всему миру, смотрите, вот у нас прошли выборы, вот были наблюдатели, вот были то, было это, как бы. Поэтому, да, действительно, выборы ни на что не повлияют, ничего не изменит в России, и смысла от них нету никакого. Ты, Сырич, упоминал про мобилизацию. Как ты считаешь, будет ли мобилизация? И если будет, то что делать нашим
сторонникам, ну, вообще простым людям в России? Ну, если верить высказываниям Путина последнего, вот, кстати, вы заметили, как он по-другому стал говорить? Он больше стал говорить, ему уже или не успевают писать бумажки, или перестали писать бумажки, и он показывает, кто он на самом деле, насколько он на сегодня, не зная, от чего-то зависит, поглупел, или всегда такой был, может, просто было незаметно. Но вот из тех его выступлений понятно, что он пытается накачать, как бы изображают там они там «Россия Путин», Рогозин, по-моему, там предлагал крикнуть в зале, или там рассказывает Путин о каком-то Володин. ветеране, которого... Володин, да, извините. Вот, простите, пожалуйста. Вот, и как какой-то там ему участник войны сказал «смелее надо». Что это имеется в виду «смелее надо»? Это имеется в виду ядерную бомбу кинуть? Ну, наверное, вряд ли это участник войны так сказал. Это вот те самые Рогозин и Володин могут предложить. Вот. Видно, что он останавливаться не будет. Но мир поменялся. Мир поменялся. Вот когда ты говорил про выборы, я просто вернусь, потом я вернусь назад. Про выборы. Есть система, это же не просто вот отдельный там участок там, или там какое-то голосование электронное. Есть система, которая абсолютно полностью себя дискредитировала. Ну, представим себе, кто находится на избирательных участках, основная сила. Ну, в школах, как правило, проводят эти выборы. Учителя там на этих избирательных участках работают в этих комиссиях. И вот учителя, которые воспитывают детей, они кидали туда пачки. То есть люди, которые лгали и подделывали выборы, они воспитывают наших детей. Вот эта система, она осталась такая же самая, как в Советском Союзе, и закостенело все там у этих Путиных, Володиных, Рогозиных. То есть они думают, что они хотят провести мобилизацию, им нужна победа или хотя бы им нужно перемирие на самом деле, чтобы отдохнуть, но на их условиях. И они думают, что можно мобилизацией добиться каких-то успехов на фронте. Сейчас, когда практически участвуют в войне технологиями помощи Украине полмира, то есть с помощью мобилизованных нельзя ничего сделать, невозможно изменить ход войны. Может быть, удастся занять еще каких-то десяток, тысячу квадратных километров. Но на самом деле люди, которые будут мобилизованы, я вспомнил, вот сегодня читал про Курмач Байгул, там историю Даниила Салтаева. Такой, там это обсуждалось, потому что всех это возмутило. Он закончил школу там чуть позже, 18 лет ему исполнилось, он подписал контракт. Вот в октябре 18 числа он прибыл на фронт, а в ноябре его уже привезли назад. Вот это просто увеличит поток гробов, поток цинковых гробов туда-назад в Россию. То есть никакого, это не поможет. Но в то же время они будут это проводить. Они будут проводить принудительную мобилизацию. Они уже тренировали это, пробовали это в Пензенской области. Кстати, там в ответ на это даже какие-то отряды теробороны организовались, которые защищали своих от такой принудительной мобилизации. Да-да-да. Они будут заставлять владельцев предприятий, бизнесменов, администрации районов, там, регионов, республик агитировать, каким-то образом поставлять этот человеческий ресурс на войну. Но это будет все напрасно, потому что на сегодня расстояние между войсками, вот эта серая зона, там по-разному, да, но в основном это 3, 7, 15 километров. Ну, просто добежать невозможно туда необученному бойцу и обученному тоже. Плюс можно мобилизовать. Но если ты мобилизуешь очень много людей, а им нужно очень много людей, их нужно где-то научить. Учить уже тоже некому. Те, кто учат, они сами не умеют. Вот такой результат. Поэтому надо понимать, что мобилизация – это почти наверняка, это смерть. Поэтому нужно думать, друзья. Если есть варианты, ну, по своим возможностям, есть варианты уехать за границу, да, нужно уезжать за границу. Можно оставаться в России, нужно исчезнуть вот с этого цифрового пространства. Переведите деньги в наличные, переведите на родственников все, на чем вас можно поймать, там, автомобили и прочее, это бизнес какой-то еще там. Да. Ну и можно просто
учитывая просторы российские, исчезнуть. Потому что, поверьте, вот государству нужно много людей, а на местах практически нет уже этого аппарата, который должен это искать. И чем больше людей исчезнет, тем труднее будет найти отдельного человека. Но даже если вас найдут там, за то, что вы сбежали от мобилизации, но это все равно, ну, год, два, три, я не знаю точно, но это же остаться жить. И год, два, Ты три, имеешь в виду тюрьмы? помните там, или шаг, да, ну не продержится Российская Федерация еще год, два, три. Да, ну, надо уточнить нашим зрителям, что год, два, три Сырис имеет в виду тюремное заключение. То есть лучше сесть Да, на да, да, год, то на есть, два, ну, на да, три, да, да, остаться, но остаться в живых и потом вернуться живым, нормальным, здоровым к своей семье, чем возвращаться либо в цинковом гробу, это так, либо Руслан. без рук, без ног, без глаза и так далее. Да, согласен полностью. Я все время также призываю всех людей, которые не хотят участвовать в этой войне, либо, если есть возможность, на время хотя бы выехать, ну, на 2-3 месяца выехать из России, можно, пока еще есть возможность, можно выехать без, у кого нет загранпаспортов, можно выехать в Казахстан, можно выехать в Армению, можно выехать в Беларусь, как это попытаться там хотя бы, по крайней мере, на первое время, на месяца 2-3 переждать момент выборов и первый, может быть, месяц после выборов, что вдруг объявят мобилизацию. Если нет, можно будет возвращаться. Если нет возможности выехать, то действительно уезжать в какие-то дальние деревни, аулы, и там как-то в другие, может быть, регионы где-то, и действительно пока скрываться на первое время. Полностью согласен. Сырис, ты очень часто здесь говорил про распад России, который мы все вместе приближаем. Ты заметил или нет в последнее время, что очень часто начали говорить вообще о распаде России? Это вообще стало практически тема номер один. И взять, что российскую либеральную оппозицию, которая об этом говорит открыто, обсуждает, что невозможно было представить еще там 2 года назад, да даже год назад, наверное. Вот буквально там недавно Каспаров даже не просто на российскую публику, а уже западным политикам говорит о том, что распад, скорее всего, неминуем, что нужно к нему готовиться, что нужно хотя бы спасти то, что нужно отпустить не только национальные республики, но, наверное, и другие регионы. Он там упоминает и Уральскую республику, упоминает и Германландию, и что хотя бы попытаться спасти какую-то часть России и уже как бы с этой частью России входить в Европу. То есть это российская либеральная позиция. С другой стороны, в самой России об этом сейчас тоже начали открыто говорить, и мы знаем об этом в своем обращении так называемого к западному миру говорил олигарх Мильченко. Но, правда, там говорят о распаде России как об опасности, которая может ждать в будущем Россию, в случае, если Россия проиграет эту войну с Украиной. И Мильченко об этом как бы с такими страхами говорил Европе: вот смотрите, будет ужасно, если распад России произойдет. Потом буквально недавно министр иностранных дел Лавров начал говорить о распаде России, прям посвятил этому там достаточно большое время в своем интервью. О чем это говорит, Сырись? Почему так часто начали говорить о распаде России? Ну, потому что распад приближается, Руслан, и это все видят. Но говорят по-разному. И Путин стал вспоминать, говорить слово «распад», то есть в определенном контексте, Да-да-да. что вот хотят добиться Деколонизация, распада, там Лавров деколонизация, говорят говорит, они. деколонизация говорят, да, но просто потому, что распад приближается. И чем дальше, тем больше будут об этом говорить. Но что бы я хотел заметить, вот я не знаю, как правильно сказал, ты передал слова Гарри Каспарова, что нужно отпустить. Вот в этом вот нужно отпустить вот имперскость наших, ну не наших, да, а хороших русских, как говорят, или русской либеральной так называемая позиция, отпустить. Никто не будет вас спрашивать. Но народ — это не коза на веревке, чтобы ее отпустить. То есть это не зависит ни от кого. Это невозможно, это можно ускорить, это можно замедлить. Путин старается замедлить распад, кто-то пытается ускорить распад, но отменить это ни у кого не получится. Ну, знаешь, как говорят там про Советский Союз, что вот это американцы, там ЦРУ, там есть целые
куча всяких статей рассказывают, как развалили Советский Союз. Никто его не разваливал, он сам развалился. И мы помним, что на Западе старались сберечь Советский Союз, и не получилось. И то же самое и тут. Что бы ни говорил Каспаров, или Путин, или Лавров, Яшин, кто-то еще, это неминуемо. Вот что нужно принять. Распад России неминуем. И чем дольше мы говорим ни о чем, тем сложнее может оказаться ситуация. То есть на самом деле мы должны готовиться, не ускорять распад Российской Федерации, а готовиться к распаду, принимать меры, чтобы последствия были мягче для людей, которые по большому счету-то не так виноваты, как откровенные военные преступники. То есть кто будет это все организовывать? То есть можно сейчас об этом говорить, о взаимодействии регионов и республик, рассказывать людям, что делать в момент распада, что это не конец, что это только начало, это начало другой жизни. Ну честно, вот самому себе перед зеркалом, уважаемый зритель, посмотри вокруг. Тебе нравится жить в этом государстве? Почему люди в Швейцарии, Финляндии, в Эстонии живут лучше, чем без таких ресурсов, как Российская Федерация? То есть так дальше жить нельзя, но можно жить по-другому. И эту жизнь по-другому можно начать строить после распада Российской Федерации, не допуская никаких попыток Москвы еще что-то там вернуть. Сейчас он пытается вернуть Советский Союз, а вот там они будут пытаться восстановить Российскую Федерацию. Не пугайтесь слова «распад», он будет неминуемо, но готовьтесь к распаду Российской Федерации. Я тоже считаю, что бояться здесь нечего, это действительно новая жизнь, это, как я часто привожу аналогию, что вот сегодняшняя власть сама ускорила вот это началом этой войны распад, действительно процесс распада. И если брать аналогию, то вот есть большой барак, который постепенно приходит в негодность, ветшает, разрушается, и его, возможно, можно было бы еще как-то продлить ему жизнь, там, делая капитальный ремонт, как-то там усиливая фундамент, подкрашивая, ставя подпорки. Вот еще на 30, может быть, 40 лет. Если бы Россия не начала бы эту войну, действительно, Россия могла бы еще протянуть какое-то время. Но, начав войну, она просто все запустила, всю свою страну до такой степени, что она начала разрушаться со скоростью света. И сегодня уже не спасти этот барак. Он уже до такой степени находится в аварийном состоянии, что его невозможно даже отремонтировать. Его нужно просто сносить и на его месте строить отдельные дома для тех семей, которые живут в этом бараке. Ну, примерно вот так, наверное. Потому что Россию уже действительно ее, как бы ты ее не ремонтировал, что бы ты ни делал, ее, наверное, уже не спасти. Вот. Ну, хорошая аналогия, Есть что сказать, Руслан. Сергей? Только один момент такой. Ты забыл добавить, что барак этот не наш. Вот в чем дело. Это не наш барак. Поэтому Да. мы в Лиге не говорим о том, что мы живем в одном бараке. Мы живем в так называемой Российской Федерации, в которую многие республики были затянуты обманом и угрозами. Обманом и угрозами. К чему это привело, мы сейчас видим. И мы видим в Лиге, что проблемы у нас общие, решать мы должны вместе эти проблемы. И по сути Лига это ищет выход из ситуации, которая сложилась. Но мы не собираемся, там, как коммунисты говорят, они сейчас тоже говорят, там, возведем, построим, будет вот так. Мы говорим, что есть страны, которые жили как мы, условно там тяжело, и которые живут сегодня по-другому. Мы не можем убедить людей лозунгами, мы можем убедить людей только примерами. Примерами из жизни России убедить людей нельзя, потому что никогда в России люди не жили по-человечески. При царях, там, при князьях, при Советском Союзе, в Российской Федерации. Никогда. Но у нас есть примеры других государств, которые сегодня живут совсем по-другому.
И в период 90-х годов многие же ездили в эти страны, смотрели на эти страны. И сейчас еще многие едут, смотрят в Турцию, как она живет. Посмотрите, как поменялось все в странах, которые совсем недавно были союзными в Советском Союзе. Поэтому нужно просто обращаться к людям, рассказывать, как это все работает. И мы хотим, чтобы вот ты, наш уважаемый зритель, посмотрел и сравнил. Там, возьмите Финляндию или возьмите Турцию, там, что тебе ближе, финно-угорское государство или тюркское. Посмотри вокруг, задай себе простые вопросы. Ну почему ресурсов полно в государстве, в республике, а дороги никакие, а ЖКХ дорогое? Почему у тебя за огородом добывают нефть, там за горой газ, уголь и алмазы, ну ты не становишься богаче, и никто не становится богаче? Почему люди из села уезжают куда-то искать другие возможности? Ладно, если в другие страны там работать, но на войну умирать. То есть людей довели до такого состояния, что человек готов умереть, чтобы его семье достали деньги, на которые его семья может дальше жить. Это много вариантов таких, кстати. Задумайся, почему решение о твоем бараке, как Руслан сказал, да, принимается где-то в Москве. Вот. И когда человек на эти вопросы сам себе, пожалуйста, ты ответь сам себе на эти вопросы. Ты согласен так жить дальше? Нет. И если не согласен, никто эту жизнь не устроит тебе, россиянин, в России, сегодняшний россиянин. И легко не будет, но это все от нас. Важно другое. Важно, что мы знаем, что можно строить. Мы имеем перед глазами пример успешных государств. И важно поверить в себя, что мы сможем это сделать. Мы об этом в Лиге говорим. И я призываю людей, вот эти вот 10-15%, о которых я вспоминал, то сейчас думать о том, как вы лучше знаете ситуацию в своей республике, регионе, что можно использовать для того, чтобы вырасти в успешное государство. Как это можно все сделать? Говорить с людьми, которые это не понимают, создавать модели привлекательные этих государств и, извините, пропагандировать эти модели. Пропагандировать – это значит просто рассказывать. И будет непросто, необходимо будет время. Будут люди, которые не будут желать этого. Но тем не менее цель прекрасна. Не жить больше так, как при Иване Грозном, как при Петре Первом, как при Сталине, как при Путине, а жить как нормальный, свободный человек в государстве, для которого ты не ресурс какой-то там на завод, не ресурс, чтобы подохнуть где-то там в соседней стране, непонятно за что. Государство, которое считает, что человек самое главное, что государство должно думать, чтобы этот человек жил обеспеченно, думать о том, чтобы этот человек ничего не боялся, чтобы этот человек принимал решения, принимал участие в принятии решений. Вот такие государства можно построить, и это возможно, друзья, поверьте, это возможно. Мы знаем, как это сделать. Давайте все вместе обсуждать это. Мы не знаем ситуацию на местах, во многих, я имею в виду, что я Эрзи, я не знаю, например, есть не все народы представлены в Лиге, как и что где происходит, но в любом случае, по моему мнению, задача государства – это не мешать людям строить свое будущее. Люди у нас и работящие, и умные, и государство просто должно создать условия для этих людей, для малого бизнеса, чтобы в малом бизнесе занималась большая часть населения. Разные, там маленькие бизнесы, больше бизнесы. Мы можем это все сделать. Я поддерживаю слова Сыриси и тоже, скажем, призываю многих. Но сегодня есть, по крайней мере, пока еще интернет есть в России. И просто, если вам интересна жизнь в других государствах, не надо обязательно брать огромные государства. Можно есть маленькие государства, которые живут прекрасно и намного лучше, чем Россия. Посмотрите, как живет Австрия, посмотрите, как живет Швейцария, посмотрите, как живет Эстония. И если есть возможность, просто возьмите и съездите в Казахстан. Вы приятно удивитесь, а может быть кто-то там с завистью увидит, что Казахстан, который еще вчера был такой же колонией, как и Башкортостан, как и Мордовия, как и Якутия, Саха. А сегодня Казахстан успешно развивается, и там свободный интернет,
там нет очередей на заправках. Там, да, есть, возможно, какие-то проблемы, но они развиваются, они растут успешно и растут во всем, и там нет никакой войны. Просто съездите и посмотрите, и приятно удивитесь. И тогда у вас, возможно, начнут какие-то в голове выстраиваться причинно-следственные связи, почему мы так плохо живем и почему Казахстан так хорошо развивается. Казахстан, Узбекистан то же самое взять, Киргизию 10% роста годовых за последний год и так далее. Последний вопрос, Сырис, как президенту Лиги свободных наций. Какие перспективы вообще ты видишь у Лиги свободных наций? Как можно вообще вот достучаться до людей и убедить их в том, что есть альтернатива имперскому, имперскому угнетению, да, наших народов, и что только вот в независимых суверенных республиках действительно можно построить настоящую свободную, благополучную жизнь, но не в империи. Вот наш комитет входит в Лигу, мы являемся одними из основателей Лиги. Какие перспективы у Лиги и какие дальнейшие цели и задачи у Лиги? Ну, если говорить о самой Лиге, какие-то вот радужные перспективы самой Лиги, ну, я бы не стал об этом говорить, потому что это не важно. Как может быть, Лига перестанет существовать через 2-3 года, там, или она превратится в организацию, которая объединяет все наши народы. В конце концов, мы создавали Лигу не для того, чтобы работать над ее развитием, чтобы она стала там чем-то. Наша задача вместе решить проблему, что делать дальше. То есть координация движений. Но если вот помечтать, то может получиться очень красиво, потому что у нас есть регионы, республики, и это все, оно само сломается, да, то есть оно не останется таким, как есть. И у нас есть возможность создать государства, которые будут, ну, извините, это трудно сказать, там, лучше, хуже, чем померить невозможно, лучше, чем Казахстан, лучше, чем Швейцария, лучше, чем Финляндия. То есть государство свободных людей, государства, которые объединены между собой. Ну, посмотрите, какие просторы, это большой простор. Вопрос, что нужно решить, какие отношения у нас у всех будут между нами. То есть помогаем ли мы друг другу. Мы над этим сейчас работаем в Лиге, мы отрабатываем эти вопросы. То есть мы находим общий язык. Я говорю на одном из финно-угорских языков, Руслан говорит на тюркском, мы находим с ним общий язык, мы с ним друзья. Мы говорим с бурятами, мы говорим с саха. У нас нет разногласий. Ни там нас пугает ядерное оружие, ни по чем у нас нет разногласий. Мы понимаем, есть общее мнение. Наша задача, чтобы вот на этих просторах наших выросли молодые, но успешные государства, в которых центральной фигурой стал бы человек. Столько всего интересного в мире сейчас можно делать. Я не буду касаться там IT-технологий, там искусственных интеллектов, я не очень сильный в этом человек. Но просто, посмотрите, можно выращивать сады, можно заниматься наукой, можно сеять, пахать, писать стихи, танцевать. То есть можно все делать и быть счастливым. Не думать, что твоего сына заберут куда-то на войну, потому что не будет на кого нападать Эрзя-Мастер. То есть можно создать государства, в которых вот этот вот коэффициент счастливости, индекс счастливости будет выше, чем в той же самой Финляндии. Мы можем это сделать. Да, для этого нужно постараться, но мы можем это сделать, и в это нужно поверить. И мы знаем, как это сделать, но есть необходимость посоветоваться. То есть, потому что какие бы ни крутые были там в Лиге свободных наций люди, но делать это все нужно вместе с теми, кто на местах. И пока не загорится народ сам, люди вот этой идеей, ничего не построим. Поэтому давайте общаться, пишите, возмущайтесь, ругайте, не соглашайтесь, но не будьте вот тем вот, кого пытается сделать из нас то Советский Союз, то Российская Федерация. Да, согласен. И, Сырис, я хочу поддержать тебя, сказать, что действительно наши народы на сегодняшний момент, пока наши народы находятся в составе этой империи, кровавой и ужасной, роста
какому-то благосостоянию, к свободе, к независимости у нас не будет никогда. Но если мы станем независимыми, свободными государствами, у нас есть неограниченная возможность роста. Вообще никаких преград. Расти, 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 хоть там до самых вершин, как стать действительно самым благополучным, самым счастливым народом. Многие вот, из тех, кто против распада России, кто против независимости наших народов, часто ставят в пример Таджикистан тот же самый. Вот, посмотрите на Таджикистан, бедный, убогий, там все плохо. Но даже Таджикистан сегодня развивается, и у него что-то там около 7% роста годового, потому что у независимого государства, какое бы первое время он плохо как бы не жил после обретения независимости, потому что я понимаю, что там нужно перестраивать какие-то экономические какие-то связи, там, цепочки и так далее, все равно есть возможность в итоге настроить так экономику и начинать расти, что начинает делать Таджикистан. У нас, у наших республик такой возможности никогда не будет, потому что мы будем вечно зависимы от Москвы, вечно нам будут говорить, с кем торговать, с кем выстраивать отношения, а с кем нельзя выстраивать отношения. Поэтому только свобода может сделать нас счастливыми. Сырись, спасибо тебе большое за то, что пришел. Не последний раз, еще обязательно будем встречаться. На этом все. Спасибо за приглашение. Вас Томазу Нокиалгат. Это «До свидания, друзья» на Эрзянском.